Присутствуя на открытии кладбища после благоустройства в селении Далаково, наша съемочная группа стала свидетелем того, как место захоронения стало эпицентром единения и братства местных жителей. Десятки людей, старейшины, религиозные деятели, представители общественных организаций, муниципальной власти и многие другие, вплоть до самых юных сельчан, присутствуют на действительно важном событии как в духовном, так и культурно-историческом плане. Ведь благодаря организационной и финансовой поддержке президента группы Сафмар Микаила Гуцериева отреконструировали место захоронения, где покоятся отважные, храбрые и достойные сыны и дочери ингушского народа, вписавшие свои имена в историю как герои, повлиявшие на ход истории. Но все по порядку. Собравшиеся здесь старцы выражают благодарность инициатору масштабной программы, меняющей облик сел и городов республики. Bahandır raşak etdi. Su lil bulbunuk meli khubuluş. Nah del gaharma meli khubulbunuk be dişaşna ayahar nikto boy. Mecgiz doy. Hacı keşmiş dit şunu. Tadem dedi halavuz bulsak. İyi muhozdaki gaz muhoz kastiki muhoz tadet keşmiş aç. Hanu tadet az Mikael tadet az şey. Tse خودشان تهدیم سیاخت گلش دهم دست حداد دهم مل خوب بول دهم بسودر و غلا مقبل دور کش بستادش شیوالجه وین همسر یولجا خوز ماتک وی دیه بیخال یولجا ماتک لامی تایر والس دیه سالسن برق خالسن تو حدیث دهم دیل ده خالسن دار شی بسولش دار شی دی هنه يمودر هم قدوا هم ذي قمن ناقد الدولش قموا ديتش دوتش الدولش زهم دي دالاش داقلسن بس خلاص داشي ير حدق ديخار ير ازدي برجو از ميكائيل يا اقر دال نيان تمرز نيان اوزا ملحقا برجوش كند دال قوبل سادولت ديال رياضة خلبو بس خلاص داشي از ديحون ميكائيل ديحون بركل ساخل ديحون بوتشرين ديحون تو خاصة هيجات دوخ أخشى داديات دي بول خبيش أخشى ديج مش داديات توز هذا دي هون سندال نالع دول دي هون تو أوز هيجات دي هون دادي أخشى دي هون دال ميت دول سن دي هون. Обеденный намаз старцы совершили в построенной здесь молельной, от которой идет навес, соединяющий с помещениями для ритуального омовения и комнатой для хранения хозяйственного инвентаря. Бензокосилки, тачки, лопаты и вся другая необходимая для ухода за кладбищем утварь уже закуплена. Созданы парковочные места. Вход на кладбище ранее был только один, но по просьбе местных жителей сделали с двух сторон. Сами ворота – отдельный вид искусства. Высокие, крепкие и надежные, разрисованные словно художником по холсту. На металлической конструкции написано имя Всевышнего, а также его любимца, лучшего из людей, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Что касается ограды, то здесь строители постарались на славу. 615 метров фундамент, да, яха. Ее фундамент залетает под оградой. Можно сказать, 90% кустарника, что на полном зарасти яир. Ара хансу мергузил мотига, едет кустарник, да, яха, он полностью периметра, метров примерно полосой, 10-15 метров, 5 метров ширина илыш. И черт уже, духамел да черт, уардендер, духамел да черт, ханисля точно. Местные жители хорошо помнят сломанную ограду, завалившиеся могильные камни, кустарники и деревья, заросшие кругом. А в непогоду провести здесь похоронную процессию было настоящим испытанием на выносливость. Шин мелхо больше мети, да ухтривалось. Дал беркат со дуахолцен. Дал изму больше ба кегинах, ешму болбин. Дал со буахо иму ба кегинах. Док кахамаш дятсо, док кахамаш дисав, док мискишнага голхиш дятсо. Благоустроили кладбище на средства фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. Главный критерий в этом вопросе, который поставил перед рабочими предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, так это создание максимальных удобств для посетителей. وين بعرف جدك
ويرتا ومخكا ملدوق صوت يكشمج جعو تشدرت قونا كرت ياسر وز لرت سيتكا يا كرتير تغن وين بعرجوج لا صورت ده يرمس الخوز بول حاب خوز متجي لعبة حاب كيجنا وزر أغان قصري ميكالا قستا شين جعو بركل الله اسم ومخك سو حدج لا خوز ديك خوز قديك حماج ده دريك عديالج إصحال ويتوايج لا تجو لامي قاچن بولوجي ويدي حبيان متك ويغلغي قم حديان متجيز تناق أستر بركل الله اسم دقنا أراه جوبة قباس دقنا أراه لينوس حنت ويمخك دولج دحم سنت قيمتي بعدين دات. Жители региона, по рассказам старших, знают и помнят историю тех грозных дней 1919 года, когда далаковцы, став на пути регулярной Деникинской армии, приняли смертельный бой во имя свободы и равенства. Бой вошел в историю гражданской войны как один из самых ожесточенных и кровопролитных, если не в истории Советского Союза, то Ингушетии точно. Свидетели этому эти могильные камни, следы пулеметных очередей сохранились по сей день. И поэтому благоустройство этого кладбища отозвалось в сердцах местных жителей больше, чем обычно, с огромным трепетом, с большей благодарностью в адрес президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить сегодня и нашего мецената, предпринимателя, общественно-политического деятеля Гуцериева Микаила Саварбековича за ту работу, которую он делает в нашей республике. Вы знаете, для ингушей всегда важно было сохранение памяти о предках. И вот то, что он ведет работу по облагораживанию вот этих кладбищ, это огромное, ну вот ему спасибо за это все. Сегодня мы видим, как красиво все здесь сделано, да, именно его усилиями. И я надеюсь, что благодарные потомки отметят эту его работу. «Стреляйте сейчас же!» – незамедлительно ответили ингуши, когда деникинцы дали им час на то, чтобы согласиться с их условиями, а именно пропустить через свою территорию белых с целью окружить Владикавказ со всех сторон. Верные своему слову, чести и родине, ингуши просто не могли поступить иначе. Все ингуши, как один человек, стали на защиту советской власти. Так писал первый секретарь Закавказского крайкома Серго Орджоникидзе в телеграмме Ленину. В память об их героическом подвиге в селении в 1938 году установлен памятник, который сейчас переживает не самые лучшие времена. К слову, именно с этим и связана просьба местных жителей к президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву. Это слава Ингушетии, которая прославила Ингушетию на весь мир, на весь Союз. Статус Красной Ингушетии мы получили. За что получили? За то, что вот на месте вот этого ограждения, на том месте неделю держали деникинцев. Неделю держали деникинцев. И теперь им поставлена стелла. Погибшим в гражданскую войну стелла поставлена. Эта стелла находится в плачевном состоянии. Надо произвести как можно быстрее работы восстановительные. Еще больше будем благодарны Гуцериеву, если он обратит внимание на нашу стелу, которая является красой и гордостью Ингушетии, и поможет нам ее отремонтировать, восстановить. Микаил, мы своими силами не вытащим. Не вытащим. Вот так, благоустройство кладбища в селении Далаково в рамках масштабной, беспрецедентной программы, которую финансирует предприниматель и меценат, президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, стало событием соединяющим целые эпохи, эпоху храбрых воинов и благодарных потомков. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.